Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Коротко о главных темах. Владимир Путин подписал закон об организации региональной власти. Госавтоинспекция Якутии проводит массовые проверки на дорогах. Новорожденных тройняшек выписали под Новый год в Якутске. Более 50 уникальных работ презентовали на выставке мастеров в столице республики. Акция «Елка добра» продолжается в Якутии. Любой желающий может обрадовать воспитанников детских домов и коррекционных школ. В регионах установят единый срок полномочий губернаторов. При этом запрет на пребывание в этой должности более 2 сроков подряд отменяется. Это один из основных пунктов нового закона. Документ направлен на реализацию положений обновленной Конституции. Так, снимаются ограничения для полномочий губернаторов. Также расширяются основания для досрочного прекращения полномочий губернаторов в связи с утратой доверия президента. Кроме того, главы регионов сами смогут потребовать отставки мэров за плохую работу. Главы регионов также не смогут именоваться президентами. Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года. 5 миллиардов рублей направят на модернизацию почтовых отделений в селах России до конца года. Такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. На 5 миллиардов рублей планируют обновить почти 1200 почтовых отделений, оснастить их новой мебелью и оборудованием. Также при необходимости могут быть построены и быстро возводимые здания. А электронные паспорта в стране планируют выдавать с начала 2023 года. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова. Напомним, что начать выдачу таких паспортов ранее планировали не позднее июля 2023-го. На первом этапе предполагается выдать не менее 100 тысяч электронных документов. Получить их граждане смогут на добровольной основе, начиная с 14 лет. Отмечается, что с юридической точки зрения паспорт с электронным носителем информации будет иметь такой же статус, как и действующий бумажный паспорт. Электронный паспорт будет предоставлять с собой пластиковую карту размером с банковскую. Открыто движение по ледовому автозимнику Якутск-Нижний Бестях досрочно. Разрешенная масса грузоподъемности автомобилей 10 тонн. А на автодороге Хатас увеличена грузоподъемность до 30 тонн. Для обеспечения безопасности движения автотранспорта и сохранности ледового автозимника рекомендуется не пренебрегать допустимую грузоподъемность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков. Тем временем в Среднеколымском районе проводится пробивка автозимника по маршруту Среднеколымск-Березовка. Ориентировочная дата открытия – 29 декабря с грузоподъемностью до 20 тонн. ГИБДД республики проведет массовые проверки на дорогах в новогодние праздничные выходные дни. Отмечу, в период с 24 по 26 декабря сотрудниками Дорожной службы республики всего составлено 1228 административных правонарушений. Выявлено 14 нетрезвых водителей, из которых 2 сели за руль транспорта в нетрезвом состоянии повторно. Отстранен от управления транспортными средствами 41 водитель без водительского удостоверения. О фактах управления автомобилем в состоянии опьянения госавтоинспекция просит сообщать в дежурную часть по телефонам 127 352 222 или в полицию 102. Государственные и республиканские награды получили лучшие сотрудники здравоохранения, лесопожарных служб, культуры и других отраслей. Медали и почетные грамоты сегодня им вручил глава Якутии. Я искренне благодарю вас за неоценимый личный вклад в развитие и процветание родной республики. Уходящий 2021 год, безусловно, выдался очень непростым. Он всех нас испытал на прочность. Ваш труд, дорогие друзья, ваши достижения и успехи воодушевили якутян в самое сложное время, стали примером жизнелюбия и оптимизма. Я благодарен всем жителям республики за сплоченность, за взаимную помощь и поддержку. Благодарен за умение трудиться, честно делать свое дело, несмотря ни на какие трудности.
Государственные медали за отвагу на пожаре получили якутские спасатели, которые в сложных условиях, несмотря на трудности, отстояли более 40 населенных пунктов, которым угрожала стихия. Один из них – Марк Медведков, парашютист пожарный. Много было верховых пожаров от деревней, то есть очень близко с деревнями пожары были. Пришлось отводить огонь, то есть не тушить его, а отводить огонь. Работа есть работа. Сегодня в России отмечают День спасателя. В честь этого в Якутске подвели итоги работы подразделений МЧС. В мероприятии участие приняли представители правительства республики, руководство МЧС, заслуженные спасатели и те, кто только пришел к этой профессии. Тему продолжит Власий Сергеев. В текущем году сотрудники Республиканской службы спасения провели более 1000 операций, в итоге которых было спасено 346 жизней. Ожидается, что в ближайшем будущем данные показатели будут улучшены благодаря введению в эксплуатацию 2 новых объектов. Колымское ПСО уже коробка закончена. В феврале мы туда отправляем оставшиеся строительные материалы и планируем весной уже, так сказать, перерезать ленточку, запустить его в эксплуатацию. Но по Вилийскому зданию Вилийского ПСО, скорее всего, только к концу года. Практически уже принято решение об увеличении численности службы на 100 человек, но на 2022 год пока 41 единица. В 2021 году якутские спасатели работали на паводках, лесных пожарах, а также обеспечивали безопасность на воде. По итогам года лучшим спасателем был признан спасатель 2-го класса Республиканской службы спасения Батый Сейдалов. На его счету в этом году участие в 3 поисково-спасательных операциях. Это не только моя заслуга, это заслуга всей службы. Вся служба работала. Данную профессию я попал случайно. По объявлению сказали, что набирают спасателей. Прошел все экзамены, осознал, что это мое призвание, это моя профессия. Успехи Батыя Сейдалова и других признанных профессионалов служат маяком для молодых людей, которые только начинают работать в службе спасения. В этот день они дали присягу, после чего получили удостоверение. Клянусь верность данному слову провести жизнь. Клянусь. Я с детства мечтал работать в рядах МЧС, и эта работа очень интересная и ответственная работа, поэтому пришел нацеленно. И отслужил в армии, в разведке и пришел сюда. От работы жду очень много хороших успехов. В 2022 году Республиканская служба спасения получит 14 единиц специальной техники, что станет хорошим подспорьем для дальнейшей качественной работы по спасению жизней. Власий Сергеев, Джилстан Иннокентьев, Якутск. Айхальский горно-обогатительный комбинат планирует увеличить на 4 метра высоту дамбы хвостохранилища обогатительной фабрики номер 14, то есть до 104 метров. Работу завершат в марте 2022. Это позволит вместить в хвостохранилище большее количество воды для вторичного использования в следующем году. Дорожники помогут комбинату. МУАТ предоставит для работ 12 единиц техники, автосамосвалы и экскаватор. МУАТ в настоящее время занимается работами для Айхальского блока. По желанию мы сейчас в октябре, ноябре, в декабре работаем по этим отсыпкам. Эти работы будут продолжены в декабре и после новогодних праздников с 15 января тоже продолжим работы, январь-февраль. Объем общий должен составить 120 тысяч кубов. К 2026 году, к своему 50-летию, Нерюнгринский район должен стать одним из лидеров по уровню комфортной среды на Дальнем Востоке. Такая цель была обозначена в указе главы республики Айсена Николаева. На какие направления будет обращено особое внимание при достижении стратегической цели и как уже сегодня началась ее реализация, узнали наши коллеги из Нерюнгри на пресс-конференции по подведению итогов года. Для реализации стратегической цели на ближайшие 5 лет району предстоит большая работа. Поставленные задачи станут мощным импульсом для развития Южной Якутии и откроют новые возможности для повышения качества жизни населения. Чтобы реализовать все пункты этого документа, чисто только пункты этого документа, без различной философии, какие там есть, то нам необходимо порядка 15 миллиардов. 15 миллиардов мы должны с вами денег привлечь, найти, а самое главное освоить. Для меня лично это четкий ориентир.
как работать со всеми органами республиканской власти, с министерствами, с ведомствами. К концу 2021 года Нерюнгринский район подходит с позитивными новостями. Объем добычи угля увеличивается благодаря развитию инвестиционных проектов угольных компаний. Модернизация объектов здравоохранения продолжается. Значимым событием в этом году стала установка ангиографа и магнитно-резонансного томографа, запуск пилотного проекта «Онкопоиск», ремонт операционного блока больничного комплекса, оснащение новым оборудованием поселковых больниц. Инициировали мы совместно с Министерством здравоохранения и момент, когда Министерство здравоохранения будет предусматривать ежегодно в своем бюджете 10 миллионов. Для того, чтобы по подобию программы «Земский доктор», которая распространяется только на сельские поселения, непосредственно наш район будет выделяться 10 миллионов в год, по выделению 1 миллион рублей каждому врачу, который приезжает на территорию нашего района. Это вот 10 врачей, из расчета 10 врачей в год. А вот закрепиться на местах – это очень серьезная работа самих коллективов. Потому что не всегда вот такие якорные вещи – это квартира и какие-то деньги. Большим событием для района в этом году стало открытие новой взлетно-посадочной полосы аэропорта. А в следующем году ожидается открытие нового здания аэровокзала. На территории района будет продолжено возведение жилых домов для переселения из ветхого и аварийного жилья и строительство нового городского квартала «Р». Планируется благоустройство дворовых территорий во всех поселениях и обустройство новых общественных пространств. Продолжится успешно начатый в предыдущие годы ремонт улично-дорожной сети. К своему 50-летию Нерюнгринский район должен подойти лидером по устойчивому росту качества жизни, развитию предпринимательства, сохранению культурных ценностей коренных народов. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Новый штамм коронавируса омикрон начинает очень быстро вытеснять дельту, отмечают эксперты. Однако верным мнение о том, что омикрон-штамм может стать живой вакциной, считать не стоит. В Дании, Норвегии, Великобритании, США омикрон очень быстро вытесняет дельту. По данным Всемирной организации здравоохранения, омикрон-штамм к настоящему времени обнаружен более чем в 100 странах. Перейдем к эпидобстановке в Якутии. За минувшие сутки заболели 100 человек, из них 30 в Якутске. В Нерюнгринском районе 27 случаев заболевания, в Валданском 15, в Сунтарском 9, в Мирнинском 5, в Тампонском 4, в Мегино-Кангаласском и Татинском по 3, в Нюрбинском 2, в Верхоянском, Среднеколымском районах по 1 случаю. В Якутии продолжается вакцинация. Первый компонент для профилактики новой коронавирусной инфекции получили почти 73% взрослых жителей республики. В столице прививку получили 76% взрослых. Среди лидеров по вакцинации – Алайховский, Нижнеколымский, Среднеколымский, Верхнеколымский и Момский районы. В пятерке отстающих – Амгинский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский районы. Между тем, медицинские учреждения и пункты вакцинации будут работать и во время новогодних праздников с 31 декабря по 10 января. Прививку можно будет получить ежедневно с 9 до 15 часов. В Якутске из перинатального центра республиканской больницы номер 1 выписали семью, у которой родилась тройня. Торжественную церемонию выписки посетила наша съемочная группа. Уроженцы Нижнеколымского Улуса Мария и Кирилл Помогаевы стали родителями 3 девочек. По словам врачей, роды прошли без осложнений. Сегодня малышек Софию, Таисию и Раису торжественно передали счастливым родителям. Хочу поблагодарить медсестер и врачей. Очень уход внимательный. За каждым ребенком отдельно медсестра следит, смотрит. Помогают все время. Тройня родилась 29 ноября, чуть раньше прогнозируемого срока. Поэтому по сей день они с мамой находились в центре под присмотром врачей, чтобы окрепнуть к выписке. Представители больницы отметили, что благодаря современному оборудованию и высококвалифицированному персоналу они могут вынашивать детей даже с критически низкой массой тела. Огромная работа нашей большой команды, перинатальной службы, всех диагностических служб. Это реанимация новорожденных, выхаживание новорожденных.
новорожденных. И сейчас мы укомплектованы высокотехнологичным оборудованием. Мы с 2012 года, согласно приказу, выхаживаем детей с критической низкой массой тела. Да, 500-граммовые дети сейчас выхаживаются. В этом году на территории республики родилось порядка 12 тысяч детей. София, Таисия и Раиса Помогаевы стали третьей тройней, рожденной в текущем году. Завершается год здоровья, и он завершается таким позитивным событием – рождение 3 членов общества в такой замечательной семье, очень красивая семья. На стыке года здоровья и года матери такое замечательное событие для нас всех. Это подарок не только вот самой семье, но и подарок всей нашей республике. Отметим, что теперь в семье Помогаевых 5 детей. У тройни еще 2 старшие сестры. По словам главы новоиспеченной многодетной семьи, они не перестанут ждать рождения мальчика. Пойдем за сыном. Помогаевы планируют некоторое время находиться в Якутске. Затем ближе к Новому году выбраться в Нижнеколымский Улус, где их, по словам главы района, уже ждут подарки и теплый прием. Власий Сергеев, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Выставка национальных традиционных зимних костюмов Саха и народов Севера стартовала в Якутске. В экспозиции представлено более 50 уникальных работ мастериц объединения «Уран-ИИС» и других приглашенных рукодельниц со всей Якутии. Подробнее об уникальности национальных костюмов узнавала Марферина Алексеева. В этой уникальной экспозиции можно не только увидеть, но и изучить национальные костюмы народов Севера – эвенов, эвенков, долган и юкагиров. Также здесь представлен богатый ассортимент традиционной якутской одежды. Убранство для лошадей, ковры, аксессуары и украшения. Светлана Петрова является истинным кладезем всех тонкостей древней национальной одежды народов Якутии. Именно ее ученицы выставили свои работы на данной выставке. Работа Никифоровой Валерианы Васильевны из Хангаласского улуса. Мы с ней работаем очень давно, более 20 лет совместно работаем, потому что она по своей специальности она закройщица. И здесь вы видите вот реконструкцию женской одежды из археологического материала Саха французской экспедиции. Здесь технология выполнена именно по традиционному, потому что вот традиционная якутская технология, она очень уникальна. Здесь швы не должны быть зрительно видны. Наталья Андросова – мастер народных художественных промыслов. Также является ученицей Светланы Петровой. Совместно они воссоздали якутский женский комплект одежды XVIII века. Чтобы точно повторить все детали национального комплекта, потребовалось 2 года изучения и шитья данной модели. Использовались только натуральные материалы, а металлические подвески и аксессуары изготовились на заказ у именитого кузнеца. С точностью были изготовлены и предметы личного использования. Это кошелек для монет, игольница, мешочек для высушенной травы, применявшийся при разжигании огня, и даже женский нож. Также специальный звенящий пояс, звон которого подразумевал отпугивание злых духов. Цель выставки – привлечение внимания к настоящим традиционным ценностям и наследию народов Якутии. Так, на открытии выставки был показан перформанс в виде открытия ледового проекта. Также представлен уникальный костюм «Баянай» от модельера-дизайнера Августины Филипповой. Мастерицы были одеты в свои же работы, а национальные деликатесы подавались в ледовых чашах. С помощью трансляции уникальных народных костюмов организаторы планируют популяризировать традиционные мотивы и ввести их в современную моду, тем самым создать неповторимый бренд Якутии. Это вносится в моду, потом люди начинают заказывать такие вещи, сами шить такие вещи, и постепенно это становится нормой. Есть культурные коды якутские. И обязательно, что бы вы ни делали, рекламу, бизнес-план, продукт, вы всегда должны это учитывать, чтобы быть в будущем успешными, чтобы сохранить для себя уникальность. А традиции – это не древность и не история. Традиции – это база, на которой можно выстроить креативную экономику. Президентом страны Владимиром Путиным в 2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.
В связи с этим в наступающем году запланирован ряд подобных мероприятий. Уже в феврале организаторы запланировали провести выставку летней и межсезонной одежды народов Севера. Ведь трансляция наследия и интеграция традиционных и современных мотивов в нынешнем помогут не забывать прошлое и основополагающее наших корней. А чтобы быть неголословными и приблизиться к достижению большой цели, во время праздничных выходных мастерицы будут проводить авторские мастер-классы по шитью для всех желающих. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. В Якутии 36 миллионов 300 тысяч получат спортсмены за высокие достижения по итогам года. Выплата полагается всем спортсменам и их личным тренерам, которые в течение года показали высокие результаты на чемпионатах России, Европы, мира, Олимпийских, Паралимпийских, Сурдолимпийских играх. Количество медалей, завоеванных на официальных стартах, составляет 92, в том числе 68 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых. Сенсация на чемпионате Якутии по шашкам. Главный турнир выиграл семиклассник из Покровска. Воспитанник Хангаласского ДЮСШ, ученик 7 класса, кандидат в мастера спорта Асен Егоров стал чемпионом Якутии по стоклеточным шашкам среди мужчин. Таким образом, Асен в свои 13 лет стал в истории нашей республики самым молодым чемпионом по шашкам. Считанные дни остались до самого главного праздника страны – Нового года. В этот день принято радовать родных и близких, но остаются и те, кто не сможет прочувствовать волшебство праздника без помощи посторонних. Это воспитанники детских домов и коррекционных школ. Специально для них уже 6-й год действует акция «Елка добра». Подробности в материале Саргаланы Неустроевой. Акция «Елка добра» уже стала доброй новогодней традицией. Ежегодно жители республики принимают в ней активное участие. По традиции, одним из первых, кто решил порадовать детишек, стал глава республики. За ним эстафету подхватили и другие руководители госструктур. Мне вызов бросил министр ЖКХ Емельянов Вячеслав Павлович. Я в ответ на его вызов пришел поучаствовать в акции «Елка добра». Я в ответ свой вызов бросаю министру строительства Колычанову Павлу Павловичу и генеральному директору государственного казенного учреждения службы государственного заказчика Республики Саха-Якутия Кушкирину Петру Ивановичу. Надеюсь, что они примут участие. Между тем, очень важно то, каким окажется подарок. Все-таки именно он наверняка останется в памяти и создаст основное впечатление от празднования Нового года. Главная проблема участия в акции – это вопрос, что же подарить незнакомому ребенку. Здесь важно опираться на возраст и функционал подарка. Лучше не дарить, я считаю, что все-таки, наверное, одежду, да, потому что можно не угадать с размером одежду, обувь. Но лучше все-таки это пусть будет игрушка. И если это будет игрушка, что, возможно, все-таки, чтобы она была как-то более многосторонняя, то есть, допустим, либо это настольная игра какая-то, либо это лего, которым в основном увлекаются все дети, потому что, допустим, не все дети любят какие-то определенные игрушки. Создание новогоднего настроения важно не только для детей, но и для всех тех, кто не сможет встретить этот день в кругу семьи и близких. К счастью, якутские активисты не забывают про таких людей. Так, члены молодежки ОНФ республики ежегодно устраивают предновогодние акции и участвуют в них. Сегодня у нас состоится акция, которая посвящена и неделе добра, ну и поздравлению подопечных пансионата «Милосердия» с Новым годом. Нами был организован сбор вещей совместно с Якутским коммунальным строительным техникумом, теплых вещей на зиму, которые нас попросили. Мы увидели акцию и сразу же объявили сбор. Помимо этого у нас действуют такие же акции, такие как корзинка добра, которую мы недавно освещали. Мы собираем продукты и отвозим им многодетным семьям. Новый год – это не просто семейный праздник. Это время, когда хотя бы на один день можно поверить в волшебство и отойти от насущных проблем. А может и вовсе стать волшебником для того, кто нуждается в помощи. Саргалана Неустроева, Григорий Николаев, Семен Семенов, Якутск. Пандемия уже 2-й год подряд вносит свои коррективы в празднование Нового года. Массовые мероприятия сегодня под запретом у большинства учреждений доп. Образования. Но в объектах культуры проведение новогодних утренников все же разрешены с соблюдением всех ограничительных мер. Так, в Ленске детская библиотека провела новогодние утренники для школьников с игровой программой совершенно бесплатно. На встречу волшебных приключений отправилась и наша коллега Анна Кожевникова.
В эти предновогодние дни в детской библиотеке читатели попадают в волшебный мир сказки. Герои Морозко предстают перед малышами, словно сойдя со страниц книги. Начались новогодние утренники, которые мы поставили по мотивам русских народных сказок, зарубежной литературы. У нас есть и Морозко с Марфуткой, и Гринч из зарубежной литературы. Утренники проводим мы 3 утренника в день. По предварительной записи ребятишки к нам приходят. И все эти праздники проходят совершенно бесплатно. По сценарию сначала дети встречаются с Марфушкой, которая, как и в сюжете сказки, выступает в роли отрицательного персонажа. Главный же герой Морозко пытается перевоспитать строптивую девицу вместе с гостями праздника. И им это удается. Марфушка не только сама исправилась, но и привела друга. Не в России. Он живет далеко за рубежом. Но он такой же злой, как и я раньше была. Он всех сердит, он всем мешает. И еще он все время ворует Рождество. Гринч. Дети с удовольствием путешествуют из одного сказочного зала в другой. Во время праздника Снегурочка, Елочка и Морозко играют со школьниками в веселые конкурсы и забавы, проводят увлекательный флешмоб. А также сотрудники библиотеки используют современные технологии во время игр и викторин. Здесь задействованы такие интерактивные элементы, как панель и пол. Дети пребывают в восторге. Мне понравилось, что Грин нам, он повернулся, и мы побежали в другую комнату какую-то, где там елка стоит. Мне понравилось, что там снежки мы кидали, и там мы паузу ставили, и там мы еще снежинки передавали. Мне все понравилось. То, что подарки подарили, и сказка мне понравилась. Такие красочные и яркие мероприятия школьники посещают с удовольствием. Они становятся все более актуальны, к тому же в наше сложное время, обостренное отсутствием детских развлечений в связи с пандемией. Низкий поклон и большая благодарность всем сотрудникам библиотеки. Такие замечательные мероприятия проводят, развлекают наших деток. Дети с удовольствием ходят в библиотеку, и мы частенько посещаем различные мероприятия, которые проводят сотрудники библиотеки. Ну а Морозко, Марфушка и Гринч встречают новых гостей, с которыми снова будут перевоспитываться и ждать чудес от Нового года, как и все дети в канун этого волшебного праздника. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. У меня на этом вся информация. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Еще больше новостей на наших сайтах. До встречи в эфире.